Это программа «Энергия». Здравствуйте. Март выдался капризным. И это касается не только погоды, климатической, политической во всем мире, но и других вопросов, не таких глобальных и совсем не трагичных. В России милиция перевоплощается в полицию, а в Нерюнгри Чульманская ТЭЦ просто в котельную. В общем, ощущение стабильности дает только календарь знаменательных дат. В этом календаре масса чудесных поводов и праздников, к которым могут примкнуть и не раз в течение года представители разных профессий. Вот, например, День работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. Многие думают, что ЖКХ в стране так себе, а вот праздник замечательный получился. Открытки, цветы, концерт – красиво. Но в ком лично мы действительно не сомневаемся, так это в энергетиках. Труд 5 из них был в этот день также отмечен благодарственными письмами районной администрации. Это оператор тепловых сетей Чульманской ТЭЦ Галина Доронина, машинист бульдозера ТТЦ Николай Клевцов, старший мастер электроцеха Вениамин Корнилов, машинист-обходчик ТТЦ Григорий Подлесный и экспедитор РТС Наталья Попкова. Вот что интересно, песен, стихов, фильмов о школе пруд-пруди, о детском садике как отрезало. Может быть, наши воспоминания о посещении этого учреждения весьма скудные, но без сомнения, первый выход маленького человека в свет не может не повлиять на его дальнейшее мировоззрение. Да и первый опыт выступления на по-настоящему большой сцене Дома культуры Якутия не должен кануть в лету. Слишком велики впечатления, ну и волнения, как же без них. А вообще-то само название этой теплицы для выращивания цветов жизни не подразумевает, чтобы его воспитанники и их родители о нем легко позабыли. Детский садик «Незабудка» на этой неделе отметил юбилей – 25 лет. Когда-то в поселке энергетиков было целых 4 сада. С 1996 года остался он один. Сегодня в «Незабудку» ходят 180 детишек. Несмотря на то, что такое понятие, как подведомственность, сегодня не очень актуально, энергетики продолжают помогать своим подопечным и приходят к ним в гости по старой доброй памяти, ну и по зову сердца, конечно. Вот и у директора станции Алексея Старцева есть личные мотивы навестить коллектив «Незабудки». В этот садик ходил его сын, которого он без труда нашел на одном из коллективных фото. Почетные грамоты были вручены многим опытным и внимательным сотрудникам садика, в том числе воспитателям Татьяне Мироновой и Татьяне Макрушиной, заместителю руководителя по воспитательной работе Марине Хижняк, а также заведующей детским садом Татьяне Курмаевой. Как и водится, в день рождения были подарки и цветы. Впрочем, лучшим сюрпризом для воспитателей и родителей стало выступление их любимых деток. В конце марта в Нерюнгри традиционно проводятся состязания отцов. Это там, где папы приучают своих сыновей к любимым, привычным мужским занятиям. Замечу, я имею в виду не диван с телевизором, а прорубание проруби и распилку дров. В заключительной части нашей программы фрагменты этих соревнований за последние 7 лет. В главных ролях, конечно, энергетики. Это была программа «Энергия». Спасибо мудрому руководству за возможность больше не переводить часы на зимнее время. А за тепло и свет отдельное спасибо солнышку и энергетикам. Удачи и до встречи!